Последние новости из Туркменистана. Читайте нас в Telegram и не забудьте подписаться. Нравится, что мы делаем? Поддержите нашу работу. Генеральным директором единственного оператора сотовой связи Алтын-Асыр является Шихмурат Шахарлиев, и он же муж двоюродной сестры президента Сердара Бердымухамедова. Но если в других государственных компаниях связи, таких как Туркментелеком и АГТС, есть какая-то внутренняя иерархия с четкими схемами принятия решений, то в Алтын-Асыре Шахарлиев – это полный единоличный хозяин, и он делает все, что захочет. При этом развитие компании отстает от мирового уровня как минимум на 10 лет. Больше полугода назад Алтын-Асыр запустил новый сетевой код 71. Этот шаг должен был помочь решить проблему хронической нехватки сим-карт и остановить подпольную торговлю ими. Но на деле кардинально ничего не изменилось. Летом 2022 года в Туркменистане ввели правило «один человек, один номер». С этим правилом, например, родители утратили возможность получить номер своему несовершеннолетнему ребенку. Сейчас лимит вновь подняли до 2 номеров, хотя, казалось бы, если есть реальная нехватка сим-карт, то почему бы не ввести коды 72, 73, 74? Люди регистрировали бы столько номеров, сколько им надо, оплачивали бы их и пополняли кассу Алтын-Асыра. На самого гендиректора Шихмурата Шахарлиева зарегистрировано как минимум 19 номеров, и все они по-настоящему королевские. Оцените хотя бы номер 6, 4, 44, 44, 44. Номера с кодом 71 не принимаются некоторыми зарубежными сервисами, например, мессенджером WeChat. Редакция Turkmen News использовала произвольный номер, начинающийся с 71, но в ответ получила сообщение «неверный номер». Выходит, что для WeChat и других сервисов таких номеров будто не существует, хотя за полгода можно было решить все формальности. Красивыми номерами Алтын-Асыр продолжают торговать в социальных сетях родственники Шахарлиева и их приближенные. Стоимость одного такого номера начинается от 6000 манатов, около $300, и может достигать 260 тысяч манатов или 13 тысяч долларов. Эти деньги идут не в кассу Алтын-Асыра, а в чей-то карман. Переоформление с имени на имя происходит подпольно. При этом Шахарлиев запретил продавать красивые номера кому-либо без его подписи, что означает, что он как минимум в курсе того, что номера уходят налево, а как максимум сам является бенефициаром нелегальной продажи. В 2021 году Исламский банк развития выделил Туркменистану кредит на развитие интернета и сотовой связи в размере $273 миллиона. Развитие идет очень медленно, а долг перед банком все еще висит. Алтын-Асыр до сих пор не внедрил даже технологию VoLTE, которая появилась в мире 10 лет назад. Оператор отчитывается о полном покрытии связью междугородних трасс, однако это не так. На трассах до сих пор очень много участков, где связь вообще не ловится. Кроме того, в Туркменистане сеть 3G до сих пор не везде развернута качественно, хотя в других странах она уже считается устаревшей и демонтируется. Деньги за красивые номера могли бы идти на выплату кредита и развитие технологий, но сейчас они идут в карман Шихмурата Шахарлиева. Введенные осенью 2023 года электронные сим-карты не пользуются популярностью. Клиенты, опробовавшие новинку, вновь покупают обычные симки. Возможно, это связано со сбоями в работе виртуальных номеров. При этом такой номер можно приобрести лишь в головном офисе Алтын-Асыр в Ашхабаде. Почему? Работники компании в вилаятах ответа на этот вопрос не знают. Ключевая проблема сотовой связи в Туркменистане состоит в том, что монополия в данной сфере принадлежит даже не одной компании, а одному человеку, мужу двоюродной сестры Сердара Бердымухамедова Шахарлиеву. Именно он принимает все стратегические решения в компании. Без его подписи в Алтын-Асыре не происходит ни одного движения. Для сравнения приведем список сотовых операторов в соседних странах. В Узбекистане это Мегафон, Babylon Mobile, T-Cell и Z-Mobile. В Казахстане Ксел с торговыми марками Ксел и Active, КРТел с торговыми марками Билайн, Билайн Бизнес и Easy, а также Mobile Telecom Service с торговыми марками Теле2, F Mobile и Altel. В Кыргызстане О, Мегаком и Билайн. В Таджикистане Babylon Mobile, T-Cell, Мегафон Таджикистан и Билайн Таджикистан. В Туркменистане же поляну тщательно зачищают от конкурентов. По данным источников Turkmen News, Шахарлиев и его всесильный тесть, миллиардер Анна-Назар Реджепов,
ушли с туркменского рынка, российскую компанию МТС, а также на корню рубят попытки других иностранцев подвинуть монополию. Так, в 2011 году туркменским рынком заинтересовалась арабская компания Etisalat. Однако дальше ознакомительного визита делегации из Эмиратов дело не пошло. В июне 2017 было объявлено о предстоящем запуске нового мобильного оператора Айназар. Проект одобрил лично Гурбангулы Бердымухамедов. Тогда даже были разговоры, что новый оператор мобильной связи заработает 29 июня, в день 60-летнего юбилея тогдашнего президента. Но прошло 7 лет, а у Шахарлиева так и не появилось даже номинального конкурента. Сам глава Алты Насыра при этом ведет еще и ресторанный бизнес. Под его контролем находится сеть кафе, ресторанов и ночных клубов, которые работают круглосуточно и которым не страшны никакие рейды. Представьте, гендиректор Водафона параллельно управляет пивной забегаловкой в Лондоне, а первое лицо компании Turkcell владеет палаткой с донер-кебабом в Стамбуле. Нонсенс? Почему же в Туркменистане это считается нормой? Может быть, Шахарлиеву стоит сконцентрироваться на чем-то одном, что у него лучше получается, и ведь это явно не управление высокотехнологичной компанией. Хотите поделиться чем-то важным? Пишите нам в секретном чате Телеграма. Мы никогда не раскрываем свои источники и гарантируем полную анонимность.